Организация тюркских государств была создана в 2009 году. В 2024 году она отметила 15-летие. Насколько реально построить единое экономическое и политическое пространство для тюркского мира? Прежде чем начать разговор, вообще тюркский мир, наши тюркские народы, тюркские государства, как все знают, да, нас связывает история, наша вот столетняя, там, тысячелетняя история. Мы всегда были вместе, мы же сейчас и раньше говорили, наша общая история, общая культура, общие языки, но схожие имеется в виду. Но 100 лет назад в истории мы знаем, как-то мы разлучились. Раньше здесь наши, вот где страны тюркоязычные, здесь Туркестан назывался, там Османская империя, ну потом уже вот после получения независимости 90-х годов мы так называемая эра саммитов. Наши лидеры собирались в год один раз и проводили такие саммиты. А вот вы как отметили, в 2009 году в Азербайджане, Нахчеване собрались как раз лидеры 4 стран, это Азербайджан, Казахстан, Кыргызстан и Турция, и создали вот, на основании Нахчеванского соглашения, тогда организация называлась Совет тюркоязычных государств. А в 2021 году в Стамбульском саммите организация была преобразована именно организация тюркских государств. То есть это уже региональная международная организация уже начала становиться. Это вкратце, это вот как организация создавалась, но тем не менее, я еще раз хочу отметить, мы всегда были, наши народы вместе, где-то схожие вот братские отношения. Это наши зрители все знают. А с 2015 года уже начались регулярные уже саммиты проходить, и на саммитах уже начали принимать так называемый план мероприятий на основе, ну, большинство это и как и сейчас, больше было фокусировано на экономическом направлении, социально-культурный и образовательного характера. И начали план мероприятий приниматься и по его исполнению. Но до 2021-2022 таких годов где-то 6-10 направлениях по этим направлениям работали. Но если знаете, например, Тюрксой у нас, это, который культурой занимается, это Министерство нашей культуры, создали вот Тюрксой, это 30 лет назад. Вот до сих пор она работает и как-то уже такой статус и такую известность приобрел. Это вот именно по линии культуры, Министерства культуры. У нас потом создались Тюркпа, знаете, это Тюркская парламентарская ассамблея, это где наши парламентарии собираются, заседают, они по своей линии свою работу ведут. Потом вот у нас создались Тюрк-академия, это больше образовательным, научным направлением работает. У нас еще есть фонд тюркской культуры и наследия. Это действительно вот нашим наследием, в том числе вот археологическими и другими, ну, одним словом, вот нашим наследием занимается, такие институты. Ну, последние вот 2-3 года у нас уже создано и начали действовать это Тюркский инвестиционный фонд. Кстати, капиталом $500 миллионов. Вот она начала уже оперативную деятельность. Я надеюсь, она тоже будет таким локомотивом нашей организации. Ну, есть еще у нас под одним крышем наши предприниматели, наши деловые круги собрались. Это в основном под эгидой торговых промышленных палат. Тоже создана Тюркские торгово-промышленные палаты.
то есть они добровольно вместе, она больше такая независимая структура, которая проводит свою независимую политику, независимую финансирование и так далее. А остальные, вот те, которые я назвал структуры, все финансируются бюджетом наших стран и работает по тем направлениям, которые уже принимаются государствами, то есть по культуре, по науке, по образованию и тому подобное. Ну, наша организация молодая, это 15 лет. Но 15 лет это в истории где-то она такая короткий промежуток времени, а где-то уже иногда пора уже, как говорится, первые результаты. Но особенно последние годы нашей организации очень много внимания, не только в региональном, но и в мировом масштабе, потому что наши страны, которые в нашей организации, они в регионе, ну и уже в мировом масштабе играют один из таких основных ролей. Ну, если взять вот больше в экономическом направлении, знаете, наши страны занимают третье место по минеральным ресурсам. То есть это нефть и газ, но и по другим сырьевым ресурсам наши страны очень богаты. Но это, конечно, мы туда больше внимания не обращаем, больше и наше население, это 170 миллионов, это самое растущее тоже население, особенно молодежь у нас. И общее вообще в тюркском мире больше 300 миллионов по всему миру. А вот именно население нашей организации это 170 миллионов. А экономика, это, если всех их вместе взять, это мы занимаем 12 место в мире по совокупности ВВП, ну и по другим индикаторам. Торговля между нашими странами сейчас, конечно, очень маленькая, это 45 миллиардов долларов, но это 5% от общей нашей торговли. Ну, если сравнивать 10-20 лет назад, это, конечно, она быстро растет, этот товарооборот, но не таком, который бы хотелось бы, как говорится. Ну, чтобы это улучшить, сейчас мы тоже вот в экономическом блоке, наше Министерство экономики, торговли, финансов отдельную работу ведет, но и вышеперечисленные институты, вот Инвестиционный фонд, торгово-промышленные палаты, они тоже свою лепту вносят. Но сперва надо создать условия, и это условия, это в первую очередь, конечно, барьеры, в том числе транспорт, логистика, но и условия. Ну вот в этом направлении вот мы, особенно в транспортной, логистической направлении, у нас есть проекты международными организациями, называемые ИТИР, ИПЕРМИТ. Это всем известные проекты, и они совместно реализуются ООНовским институтом. Это есть экономическая комиссия ООН и есть международная организация перевозчиков. Мы вместе, у нас вот, я который назвал два проекта, у нас еще есть СМР. Ну вот два проекта у нас такие уникальные. Это вот сейчас же все раньше больше обращались в Северный коридор, потом другие артерии, а вот так называемый Средний коридор, это, знаете, это исторически, это шелковый путь. И это шелковый путь, это Средний коридор проходит по нашим странам. И вот сейчас это и будущее, если раньше альтернатива, и самый короткий путь, и, надеюсь, она будет и самый дешевый. Ну, чтобы она Азию и Европу соединяющие и грузоперевозки будет ключевую роль играть, особенно вот последний долгожданный так называемый наш китайский, кыргызский, узбекский железная дорога, он еще более сократит эту дорогу, естественно, и стоимость товаров.
Я думаю, в этом направлении тоже очень хорошее будущее нас ожидает. Поэтому только нам надо работать. А что касается законодательного базы, у нас много в двухстороннем отношении, все страны почти стратегические партнеры, там никаких вопросов нету. Но мы как раз вот в многостороннем формате работаем, в этом направлении. Вот, например, в Бишкекском саммите, 11-й саммит, который прошел в Бишкеке, тоже были приняты такие ключевые документы. Это вот по электронной платформе, по коммерции, по продаже, и по Центральный банк, сотрудничество и другие. На повестке у нас сейчас стоит так называемый свободной торговли сервис между нашими странами. Это тоже сейчас на повестке, над этим сейчас работаем. Но если этот документ будет принят, она еще сблизит нас в экономическом направлении и больше поможет нашим деловым кругам. Вы отметили проекты в сфере экономического и культурного сотрудничества. Какие еще инициативы реализует организация? Вот проект планируется, я же по этой сказал, вот, Free Economic Trade и Service. Это вот в экономическом направлении. Ну, у нас организация отличается, она уникальная, знаете. Вы посмотрите вот вокруг нас, ну, тот же Евразес, тот же СНГ, или ШОС, или Европейский Союз, или другие там, АСЕАН есть, знаете, есть Gulf Corporation, то есть это Персидским заливом, Африканский Союз. Ну, по всему миру много таких организаций, объединений. Ну, я вот так проанализировал, да, единственная наша организация, которая у нас схожие, общие, вот что-то, вот у нас, видите, я как выше отметил, история, там, культура, языки, ну, в том числе и религии, по всем направлениям, ну, соседи мы столетиями, тысячелетиями вместе, и вот в этом мы уникальны. Потом у нас таких разногласий между нашими странами нету. И вот один из тоже наших целей по внешней вот, политике, по другим направлениям надо вместе двигаться. Весь мир же интегрируется, видите, те, которые вышеперечисленные организации, для чего создавались союзы, там объединения, это же чтобы вместе, а у нас тоже девиз, мы вместе сильны. А вот когда мы, если сейчас же весь мир уже и нынешняя ситуация показывает, даже такие мощные страны, такие, ну, хоть за океаном, хоть в регионе, они в одиночестве ничего не смогут сделать. Поэтому надо, интеграция — это будущее, настоящее будущее. А вот так мы сами, тюркские народы, тюркские государства, если вместе будем, мы будем продвигать. И, как выше отметили, больше, конечно, у нас и культура, мы, как говорим, все, у нас нет проблем, там идет по своим, как говорится, развитию, по своему очереди. А вот если экономическое направление не будем усиливать, тогда все старания будут минимумом. Поэтому больше фокусируемся в этом направлении. Вы упомянули, что товарооборот вырос за последние 10 лет. Можете привести конкретные цифры? Ну, вот в цифрах товарооборот 860 миллиардов долларов. Это нет, наши общие, наши страны. Ну, товарооборот 45 миллиардов долларов. Но это 5% от общего, который, вот я говорю, где-то около 860 миллиардов долларов, которые наши страны торгуют с другими странами. Это от общего товарооборота. Ну, 45 миллиардов – это тоже неплохая цифра в сравнении с тем, которые, я же говорю, 5-10 лет назад или там 20-25 лет назад. Это вообще, может, до десятки миллиардов не доходило. Сейчас уже даже между двумя странами, двух стран, это на двухсторонне она увеличивается. Например, взять
кыргызский, турецкий товарооборот. Знаете, я был послом 5 лет назад, когда я был назначен и начал работать. Там эта цифра была 150-160 миллионов долларов. И два года назад я уходил, она уже перевалила $1 миллиард. Знаете, это же растет. А это о чем говорит? Это вот именно как исторический шелковый путь начал работать. И там не только же товары, там и как раз и услуги тоже. Вот в этом направлении мы как раз сейчас ведем уже в многостороннем формате вот это соглашение принять о свободной торговле и услуг между нашими странами. Если у нас и до этого были приняты другие соглашения, которые способствуют развитию именно торгово-экономического направления. А этот, если закон соглашение примем, она будет как раз, я не скажу такой резкий скачок, но она как раз создадут те базисные условия для развития в этом направлении. В прошлом году в Бишкеке прошел саммит. Какие ключевые моменты и вопросы были подняты? Да, саммит, это 11-й саммит проходил, очередной саммит. Кстати, вот по саммитов это 11-й саммит, но у нас уже лидеры последние 2-3 года уже проводят неформальные саммиты в год один раз. Например, вот в прошлом году до Бишкекского саммита саммит прошел, неформальный саммит в Азербайджане, в Шуше. Это тоже было как символически, потому что после освобождения всех территорий в Азербайджане первый раз проходил наш саммит именно в городе Шуше, где тоже символизируется свободой, и там культурный, исторический наследие, которое охватывает. И это был неформальный саммит. А в Бишкеке 11-й саммит, но 11-м саммите, знаете, это была тема этого саммита, это как раз экономическое развитие, устойчивое развитие и безопасность для всех, в том числе, конечно, по цифровизации, по развитию цифровизации. Но по цифровизации я сразу скажу, Бишкек был объявлен столицей цифровом направлении тюркского мира в 2025 году. У нас, кстати, еще город Джалалабад в 2025 году объявлен столицей туризма. В этом направлении Кыргызстан сейчас ведет работу. А также в экономическом направлении были приняты соглашения по сотрудничеству центральных банков, по электронной коммерции. Это тоже сближает. Сейчас же в мире онлайн-продажи очень, как говорится, популярны, поэтому это тоже соглашение. Такого рода всего там 6-7 соглашений были приняты, которые способствуют более тесному интеграции и сотрудничеству в многостороннем формате. Исходя из ваших ответов, можно ли сказать, что Организация тюркских государств преодолел этап становления и риска остаться формальной организацией? Да, можно сказать, если в 2 словах, уже тот период прошел, и уже, как говорится, стоит крепко на ногах, и будущее это очень обнадеживающее, и будущее, конечно, наша организация, она очень, как сказать, перспектива очень хорошая, и мы, чтобы это укрепить, должны работать. Но еще сейчас саммит прошел в Бишкеке, и в течение этого года Кыргызстан председательствует. И мой приезд в Бишкек тоже это связан, потому что в Кыргызстане правительство
Свой план мероприятий принял уже утвержденный председателем Кабинета министров. Это внутренние мероприятия. Также в рамках председательства уже в странах ОТГ тоже мероприятие будет проходить вот именно под председательством Кыргызстана. Ну, знаете, там много направлений. Вот мы сейчас более 35 направлениях работаем. От сельского хозяйства, туризма до космоса. Вот может вопрос, почему космос? Да, вот в Бишкекском саммите один из таких соглашений тоже был принят, сотрудничество в области космоса. Мы уже вот 1,5 года ведем проект по созданию единого спутника. Да, это сейчас, ну, через год-два есть надежда, наш спутник будет в космосе. И там, знаете, наши некоторые страны, члены, они имеют и исторический такие опыт, и такие уже устоявшие институты в этом направлении. Ну, это Турция, это Казахстан, это Азербайджан. Но в Узбекистане у нас это в становлении. Ну, вот этот спутник, конечно, она больше будет полезен для наших стран. Именно в каких направлениях мы цель поставили, он не такой будет такой дорогой, но он будет очень полезен для наших странам всем. Это вот именно погодные условия, там вот чрезвычайные ситуации в наших странах, чтобы это будет предсказывать. Потом сейчас вот изменением климата у нас и в сельском хозяйстве, какая, например, урожайность того или иной продукции, какая будет в этом, ну и другого характера. В исследовании этого этот спутник очень поможет будущим нашим странам. И в этом направлении идет работа. По туризму, если сказать, у нас тоже есть проекты. Сейчас silkroad.com, любой гражданин может зайти там, кто в этот наш интернет-портал войдет, там все о наших странах на наших языках и на английском языке доступно. И там уже у нас другие проекты есть, Табюрк Зуярат, например, это по историческим местам нашим. Сейчас уже вот Турция, Узбекистан, Кыргызстан, Казахстан, по тем историческим городам у нас есть маршруты, уже начали работать. Это совместные наши туристические компании, это частные компании. Мы им просто помогаем и где-то помогаем еще создать условия. Да. Также, например, вот недавно ассоциация горнолыжников, лыжных баз, например, единственный, вот сейчас пройдет в Узбекистане Turkic Sky Cup, например, первый мы чемпионат проведем, и начали уже из каждой страны по 2 лыжные базы. Вот этот Sky Pass, который называется, ну вот проходит через, ну вот канатная дорога, да, вот в Узбекистане или в Казахстане, Кыргызстане, это ты больше используете там и там. Это тоже вот мы сейчас над таким же работаем, чтобы в музеях наших стран тоже наши граждане посещали и свободно использовали вот единый пас, то есть единую карточку. Это тоже, ну, по визовым у нас проблем нету, по образованию у нас есть ассоциации объединения наших университетов, там более 100 университетов, они тоже не только по образовательной, по научной части сотрудничают вместе, это по образовательной части. Но у нас, конечно, есть министерские платформы, то есть все почти министерства, ведомства по всем направлениям год один раз собирается и принимает там конкретные решения. Не просто ради встречи собирается. У них есть рабочие группы, которые готовят, повестку определяют, вот, кому переходит, каждой стране по ротационно она переходит в такие встречи. А на встречах принимается конкретное решение.
Например, в области здравоохранения мы также международной организации здравоохранения работаем, совместные тренинги проходят. Сейчас вот Тюркплант тоже мы приняли, что по пересадке вот разных органов тоже, чтобы совместно работали. Это ж только содействует улучшению здоровья наших граждан. Ну, вот в таком направлении больше и в сфере безопасности. И вот в прошлом году у нас 7 новых платформ было образовано. Ну, по линии вот Министерства юстиции начали нашу совместную работу. Например, совместно наши нотариальные конторы, сейчас ассоциации совместно ведут работы. Это все для чего делается? Все для того, чтобы нашим гражданам было легче во время передвижения и вообще в жизни. Можно ли сказать, что организация будет расширяться, включив другие страны в свой состав? Тут я вам сразу скажу, у нас, согласно вот именно когда мы преобразовывались в 2021 году, что организации тюрк-государств стали принято уже изменение нашего Нахчеванского соглашения членами и наблюдателями даже могут только те страны, у которых государственный или официальный язык тюркский язык. Поэтому я дальше, по-моему, без комментариев. Какие планы у организации на ближайшее время? Что ожидается? Я вот, как выше отметил, тема председательства Кыргызстана известна. Это, я же говорю, экономика, устойчивое развитие, цифровизация и безопасность для всех. Это, видите, такой широкий круг, но в то же время, в настоящее время, очень важное направление. И в этом направлении не только Кыргызстан внутри, но все наши страны будет работать, особенно цифровизация, вы знаете, все этим заняты, и в этом направлении, как я выше отметил, у нас и общие есть проекты, над этим будем работать. В экономическом направлении, само собой, мы продолжим. А в том числе мы не сами, только между нашими странами мы работаем ими другими региональными структурами, организациями. Ну, в первую очередь ООНовские структуры, потом вот другие международные организации. Вот я встречался с лидерами организации исламского сотрудничества, Африканского союза, даже АСЕАН, потому что сейчас мир очень близко, не так далеко, как раньше. Поэтому сотрудничество, это для чего делается? Например, мы же в международном, особенно на площадке ООН, продвигаем свои проекты, свои резолюции, как говорится, свои интересы. А в этом мы в одиночке или там даже в рамках нашей организации мы не можем это. Мы должны со всеми работать и в рамках интеграции продвигать как свои, и которые всем это поможет. То есть общие. Эти интересы же, и они являются общими. Ну, например, вот Кыргызстан продвигает, вы знаете, и как по водным, по горным, это уже давно на нашей кыргызской внешней политике, на повестке эти темы. Но это же вода и изменение климата, и другие горные вопросы, они являются и мировыми, правильно? И это совместно, это в этом помогает. И вот, например, мы в прошлом году первый раз в Женеве провели, в отделении ООН в Женеве, неделя, тюркская неделя называется. Ну, там мы 2 такие конференции, панельные сессии провели. Один, который была направлена больше знакомления наших в Европе, европейских друзей и этих международных организаций по нашей истории, культуре, по нашей наследию.
А вторая, это нынешнее вот в экономическом направлении у нас что в настоящее время и какие наши планы. И в конце, конечно, мы показали свои культурные мероприятия, в том числе концерты, выставки. Это очень такое, первый раз так было организовано, и сейчас такие же мы мероприятия планируем уже в других столицах мировых. Ну, той же Вене или в Нью-Йорке, и в других странах, в той же Европе, в Брюсселе. Этим мы показываем нашу культуру, нашу историю и нынешнее, и наше будущее в этом направлении. Говоря о безопасности, есть ли сотрудничество с международными организациями, учитывая нынешнюю ситуацию в стране и мире? У нас есть, например, безопасность же считается не только же, в первую очередь, конечно, безопасность человека, правильно? Потом наших граждан. А оттуда исходит и тот же климатические изменения, тяжи. Вот у нас в странах атомная энергетика развивается. Мы, например, очень близко работаем. МАГАТЭ вот установили контакт. Наши некоторые страны уже строят, или кто-то уже начинает строить атомные электростанции. Но мы очень близко, вот ИРЕНА есть такая международная организация по возобновляемой энергии. Особенно Кыргызстан, где богат водными ресурсами, это будущее именно возобновляемые водные, потом сейчас ветряные и так далее, солнечные. В этом направлении ведется. И все наши страны, даже те, которые богаты на газу, нефть, они тоже переходят на такие альтернативные источники. И в этом направлении работаем и с такими международными организациями. Но, знаете, это такой многосторонний формат. Это сейчас очень вот именно как начинает интегрироваться и в многостороннем формате, как увеличивается, она только усиливает и помогает нашим членам.